Анатолий, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в нашем штабе. Расскажите, как вам здесь? Меня зовут Михайлов Анатолий. Я живу в городе Якутск. Но сам я татарин, хоть и имя Прашимова Инды, отель Шулай. Я вырос в Иркутской области, больше 30 лет уже живу в Якутии. Занимаюсь именно сохранением татарской культуры и татарского языка. Ну, также работаю и в Казани. В Якутии у нас своя семейная большая стоматологическая клиника. Анатолий, расскажите, как сохранять культуру в мегаполисах? Сохранять культуру мегаполиса, это, конечно, нужно на сегодня, в связи с тем, что это все так вошло, смешались браки, скажем, и так далее. Это, конечно, вот такие вот собрания, такие вот встречи, они дают возможность встретиться, поговорить, вот спеть, да. Я очень много записал, поэтому, конечно, я там все буду показывать, и даже сейчас приеду в отель и буду раскидывать по нашим татарским группам разным. По всему Дальнему Востоку у меня есть группа, есть наши якутские группы, есть группы, которые в других городах. Там очень плотно татары живут в городе Алекминске, в городе Мирном и в самом Якутске. Ну, Алекминск город, там татарский аул прямо называется, есть улица целая, и они очень дружно живут и очень часто объединяются. Там, конечно, отдельно татарское кладбище, за которым всегда ухаживают. И я там прожил 20 лет в свое время. И вот нынче, в прошлом году федеральный Сабантуй был в Якутске. 5 лет назад я написал программу «Возрождение Сабантуя в Якутии» и представил в Перми на конкурсе программ. Занял первое место в России. И в прошлом году удалось провести федеральный Сабантуй. А расскажите про главный приз на этом самом Сабантуе, на котором вы заняли первое победное место. Ну, я написал проект Сабантуя. Ну, Сабантуй мы в рамках ИСЭХа провели пробный Сабантуй, когда приезжал тогда еще президент Татарстана Раис. А в прошлом году он уже в ранге Раиса был. Мы провели много соревнований, много игр и вообще театрализованное такое представление о Сабантуе. А борьба, которая была, победитель борьбы получил не барана, как у нас в Татарстане это обычно, а именно оленя. Ну вот есть в интернете. Вау! Да, есть в интернете, он как с оленем там. Вот это уровень, господа, вот это уровень. Также все призы, которые обычно выставляют, там автомобили, все это, конечно, было, но такая изюминка была, это вот именно вместо барана он получил. Ну, у вас получилось, я хочу сказать, с оленем. Но мы рады и нашим баранам, да, на наших Сабантуях. Ну, а я рад то, что я уже давно собирался прийти сюда, как бы приглашение получал до этого, а тут просто еще раз совпало с моей поездкой, и вот Рамадан закончился, Ураза Байрам сегодня. Вот Да, поздравляю. мы вас поздравляем с Поздравляю, да, я всех поздравляю, пользуюсь моментом. Поэтому я думаю, что, ну, во-первых, сам праздник удался, я говорю, записал очень много, буду отправлять сегодня в группы. Я там тоже есть в этом видео. Да. Я так вас очень хорошо снимал, так Да. шикарный голос у вас. Так. Мы очень рады вас видеть в нашем штабе, и мы рады, что вам понравилось, по вашим впечатлениям можно это понять. В прошлом году мы провели Сабантуй федеральный в Якутске. В Якутске, да. Нынче большой ИСЭХ, это такой же национальный праздник, как наш Сабантуй, якутский национальный праздник ИСЭХ называется, он пройдет в Татарстане. Да. Планируется провести его в Нижнекамске один день, но у нас есть площадка, которую нам глава республики выделил под якутскую, мы ее называем Якутская земля, в Лаишевском районе береговая зона есть, и на этой береговой зоне пройдет тоже ИСЭХ по всем канонам ИСЭХа, который проводится в Якутии. Я вот буквально 24-го улетаю туда, мы заканчиваем уже программу формировать, и 6, 7 или 13-14 июня, мы еще день не определим, пройдет такой праздник. Приглашаю всех, кто увидит это. Вопрос лично от меня. Олень будет? Сфотографироваться получится. Ну, все, тогда едем. Анатолий, скажите, пожалуйста, отличаются ли якутские татары от волжских татар? И если отличаются, то чем? Ну, во-первых, у нас в Якутии очень много смешанных татар. С Башкирии татары, с волжские татары, даже есть крымские татары, которые там работали. У нас в Татарстане же очень развита нефтегазовая промышленность, и многие татары, которые работали в этой отрасли, они закрепились там. Почему, например, община в Татарстане очень такая большая сейчас стала? В прошлом году мы собрали 700 человек в Татарстане. Мы их называем якутяне, но это смешанные браки. Муж обычно татарин, жена там сахалярка или русская,
И, ну, дети уже смешанного брака. И каждый год люди туда переезжают и прибывают у нас там, да? А чем отличить? Ну, чем? Я думаю, что мы все дружелюбные, во-первых. Ну, как говорят, на севере холодно, но народ очень тепло воспринимает всех. Татары, они везде татары. Да, татары, они везде татары. У нас, скажем, конкуренция не такая уж, как в Татарстане. Татары очень много занимают, ну, предпринимательство, вот в Татар развито очень сильно. Очень крупные предприниматели, это татары, да, у нас, например, в Якутии. Вот у нас своя стоматологическая клиника, одна из самых крупных в Якутии. Я вам дам визитки, всегда приглашаем в Якутию, примем, расскажем, покажем. Это все очень интересно, и я думаю, что наши Знаете, что у нас зрители... белые ночи? Нет, первый раз Белые ночи слышу. на одной параллели находится с Санкт-Петербургом, поэтому вот в мае начинаются белые ночи, и почти до конца июля у нас белые ночи. Вау, я считаю, что нужно ехать вот в Питер, а потом в Якутию, чтобы посетить, так сказать, одну Ну, столицу и Ну, вторую. во-первых, у нас есть Ленские столбы, это объект ЮНЕСКО, если зайдете в интернет, посмотрите. И вообще Якутия, она прекрасна. Верю и хотим сами в этом удостовериться. Да, Спасибо. Приедем. Будем принять. Вообще вам в целом штабе понравилось, да? Конечно, Да? да. Да. Я даже сам себя, не то что пока, я сам себя благодарю, то, что я нашел время. Ну, обычно, Это очень ценно. Да, это, Спасибо. да, потому что времени всегда не хватает. Это правда. Да. Я вот в отеле просыпаюсь, там, ну, как и дома обычно, рано утром, и начинаю там работать, звонить, потом еду там встречи. А тут хорошо получилось. Поездка у меня завтра. И тут такой промежуток. Ну, конечно, мы заранее с Гульнарой созвонились и как бы все это сделали, скажем так. Вы очень интересный гость вообще у нас сегодня. Мы рады, еще раз говорю, вас здесь видеть, с вами поговорить, соприкоснуться с вами, с вашей, так скажем, культурой якутской. Очень-очень приятно. Я в Якутии оказался просто... У меня по первому образованию я педагог, да. Коллега. Да, окончил Иркутский педагогический институт труды, черчения, рисования, и жена училась тоже там. Но она у меня наполовину татарка, наполовину хохлуша. Ну и вот, как говорится, я ее увидел, как говорят, сердце ёкнет. Ну и, Сердцу не прикажешь. да, я сразу сказал пацанам, вот на ней бы я женился. Я женился, и вот 35 лет мы живем вместе. Счастливый брак. Шикарный. Мне нравится. У нас внучка, сын, доча, да, доча живут в Новосибирске, вот внучка это работа ее и зятя, а сын здесь учится в Москве, ну, нынче заканчивает, он на кибербезопасности учится. Желаю счастья вашей семье большой-большой, огромной, да, чтобы все так же было хорошо. Спасибо. Вот. Спасибо вам, спасибо, что пришли. Uyanında yemek tabini bul nereli Eksiz matur kızlar Niş hayattasız Yüreğimde yanılar ağlamışsın Eksiz matur kızlar Niş hayattasız Yüreğimde yanılar ağlamışsın Bilişimde hep başında her şey baktılar Kızlarına buramıza el yaradılar Eksiz mahmur kızlar, inik hayattasın Kızlar, dünyalılar, ağlamışsın Eksiz mahmur kızlar, inik hayattasın Dünyalılar, Yüreğimde umlar yanar hiç düşürmüşsün Aranızda nereye sığınırsın Eksiz mahmur kızlar hiç ayartasınız Yüreğimde yanlar ağlamışsın Eksiz mahmur kızlar hiç ayartasınız Yüreğimde yanlar ağlamışsın Я дарю вам такой якутский сувенир, сделан из бивня мамонта. Вот это натуральный бивень мамонта. Вот сертификат. И из него сделан такой маленький мамонт. А он что-то означает? Будет Ну, счастье? это означает, во-первых, то, что мамонты, они великие и ничего не боятся. Спасибо вам большое, это очень мило. Я повешу, честно говоря, на свой ключ, которым я пользуюсь и вижу каждый день. Спасибо большое. Ключ, где деньги хранятся, и там будут туда. пребывать. Аминь. Дай Бог, дай Бог. Спасибо большое, спасибо еще раз.